С 90-х годов 20-го столетия республика переживала новый виток своего развития. Под руководством национального лидера, первого президента Михаила Ефимовича Николаева, творческая интеллигенция и народ смогли создать новую республику. И одним из гениев того времени стало решение создать Академию наук Республики Саха-Якутия. На первом общем собрании Академии наук Республики Саха в феврале 1994 года первый президент сказал: «Мы как практическую задачу поставили формирование нового облика республики, его прорыв в цивилизационный и развитый мир. Осуществлению этой стратегической цели должна предшествовать серьезная работа по подготовке кадров. Мы обязательно должны ввести критерии оценки подготовки учащихся, специалистов высшей квалификации на всероссийском и международных стандартах. И мы тут возлагаем большие надежды на Академию наук Якутии. Пусть в Якутске, Мирном, Алдане, Нерингри, Чурапче, Алекминске, Сунтаре, Майе, Вилюйске и других улусах откроются школы наших академиков, докторов наук. Пусть одаренные дети с самого начала попадут под око и опеку светил науки и сами становятся со временем личностью на научном небосклоне. Научно-образовательный центр Академии наук Республики занимается этой организационной работой, установлением связи между академиками и школьными учителями, учащимися. С момента основания Академии наук Республики Саха-Якутия его учредитель, первый президент и первые академики поставили четкую задачу, чтобы каждое светило науки и техники нашей республики в лице академиков пришли в школы, улусы нашей республики. И наш отдел занимается именно организацией этой связи академиков, школ, учреждений науки, высшее образование, в том числе среднее специальное, вплоть до детского сада, чтобы их ум и талант проник, вдохновил все наши учреждения образования республики. Начиная с шага будущего и по инициативе Никиты Гавриловича Соломонова, в 90-х годах уже началось движение комплексной экспедиции школьников по республике. Первым начала Ойская школа под руководством Наговестина Прокофия Романовича, и с этого началось уже большое движение. Мы находим научных руководителей разных научных институтов, Института биологии, Института мерзлотоведения, Института исследований. Член-корреспондент Российской академии наук, академик Академии наук Республики Саха Никита Гаврилович Соломонов со своими учениками, коллегами и учеными-энтузиастами с начала 90-х годов организует по всей республике комплексные научно-исследовательские экспедиции школьников. Так, наиболее известными стали экспедиции школьников Элияда в Хангаласском улусе, Верхояне полюс холода в Верхоянском районе, по следам Мака в Верхневилюйском улусе, Бивень в Татинском улусе и другие. Академии наук Республики организовываются комплексные научно-исследовательские экспедиции школьников. Школа Никиты Гавриловича Соломонова. Ключевой идеей данных экспедиций является практическое исследование родного края, участие на полноправной основе школьников и педагогов в многолетних экспедициях ученых, сбор уникального материала по истории, культуре и природе республики. Тематика экспедиционных исследований охватывает такие области, как геология, экология, биогеохимия, гидрология, история, фольклор, этнография, археология и другие. Экспедиции становятся как центральное звено образовательного процесса освоения теоретических знаний на практике. Наша главная задача – обеспечить, чтобы академики, ученые, доктора, кандидаты наук, которые работают в Академии наук, имели возможность напрямую общаться с учениками, учителями наших общеобразовательных школ республики. Мы ежегодно организуем комплексные научные исследования школьников на более чем 27 улусах нашей республики. Это большая организационная работа. Популяризация науки и техники как наивысшей, скажем,
формы человеческого бытия. И здесь проводится большое количество актовых лекций, занятий, выездных мероприятий, фестивалей науки в улусах и так далее. Мы ежегодно проводим более 40 мероприятий, в котором участвуют все академики нашей Академии наук Республики. И мы дополнительно привлечаем ведущих ученых с российских учреждений науки и техники. Все это движение, можно сказать, по воле нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. По истечении более четверти века получается, что в настоящее время выросла целая плеяда научных сотрудников, деятелей искусств, культуры, учителей, роль экспедиционных движений. Вот. С тех пор все возрастало. Ну и надо сказать, что эффект от этих экспедиций был очень большой, потому что участники экспедиции под руководством научных сотрудников, преподавателей, краеведов, всей общественности, родители собирали материал непосредственно в полевых условиях, и, естественно, они были востребованы. Никита Гаврилович Соломонов все время высказывался таким образом. Не обязательно, чтобы этот ребенок стал биологом, который участвует в экспедиции. Он даже пускай будет недропользователем, но он будет любить природу и беречь свою природу. Научно-образовательный центр при Академии нашей вплотную работает с организацией экспедиций школьников. Да. Эти экспедиции имеют статус такой, что это экспедиции имени Никиты Гавриловича Соломонова. Вот. И в этом, если в первый год там где-то 10 было экспедиций, да, сейчас уже более 20 экспедиций. Все это целенаправленно идет и конкретно организованно, и, естественно, результат очень хороший. Вот. Научные волонтеры. Хотелось бы отметить Прокопия Романовича Наговицына. Он постоянный руководитель экспедиции школьников Эллаяда, вот, который организует такие удивительные экспедиции. И ребята вообще заинтересованные. Он не только для Ойской школы организует сейчас, но через Малую академию по всей республике это, по палеонтологии. Вот мои две внучки там участвовали, и сейчас они камень какой увидят, начинают осматривать, смотреть. Вот. Так что у них интерес проявился. Я бы поблагодарил таких энтузиастов. Меня зовут Шемякин Евгений Владимирович, старший научный сотрудник отдела зоологических исследований, кандидат биологических наук. В науку, получается, мы попали во время школьных экспедиционных лагерей, которые проводились Никитой Гавриловичем Соломоновым. В это время, получается, проводил у нас экскурсии и полевые исследования Исаев Аркадий Петрович. В это время мы, получается, обучались исследованиям, в общем, экосистемным исследованиям на территории долины Эркени в Хангаласском районе. И в те времена мы, получается, со школьной скамьи уже наблюдали за жизнью животных, в целом изучали экологию некоторых видов. И мне это все понравилось, я заинтересовался, поступил в специализированный университет, закончил его
поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Тоже ищем школьников, студентов, которые заинтересованы тоже в исследовании. Моя работа связана с изучением водорослей в реке озера Апанна. Это находится на особо охраняемой природной территории ресурсной золотой Кении. Она связана с тем, что мы изучаем разнообразие водорослей в тех или иных водоемах и как они сильно влияют на ту же фауну самого водоема. То есть, к примеру, если здесь какой-то определенный вид, тот же самый, это сразу как вид-индикатор, к примеру, если мы узнаем, значит, тот или иной водоем, к примеру, либо очень щелочной, либо очень кислотный. Я очень много с этой работой выступаю. Вот в России меня пишут в журналах. Очень приятно, на самом деле. Очень благодарен Любовь Иннокентьевне за труд, который она вложила в эту работу. Меня многому научила. Стал стипендиантом Малой академии наук, получил грант. Не зря старался. Все, что я делаю, так скажем, отображается в моих успехах. Ну вот я нашла эту литературу, переведенную Рональда Фишера, «Генетическая теория естественного отбора», и подарила Ростоветскому, потому что он углубленно изучает генетику. Сейчас на данный момент он учится в ЦУНЦе, СВФУ, тоже победитель, лауреат различных конференций. Поэтому меня радуют такие вот ученики, вот как Бесани Илья, они очень самостоятельные, что радует. Вот смотря на них, вот тоже хочешь вот чем-то дальше вот учить. Я очень рада за Илью, за учителя Варвару Петровну, за школу, за директора, в общем, что они большое внимание уделяют своим ученикам. У них свой экологический лагерь школы вот на участке Кенкеме. Что радует, что есть еще последователи. Вот Илья заканчивает школу, еще есть другие учащиеся. Я учитель биологии, работаю с СОЖ номер 25 в городе Якутска и одновременно занимаюсь научной работой с детьми. Научной работой занимаюсь уже после студенчества я начала, да. Ежегодно мы работаем вместе с Академией наук, с отделом научно-образовательного центра школы Никиты Гавриловича Соломонова. Проводим комплексную научно-исследовательскую экспедицию по направлению биология, экология. И ребята вместе с научным сотрудником Института биологии проводят камеральную обработку, берут пробу, да, и уже в течение года работает над определением научной работы. Дети ежегодно участвуют не только на республиканском уровне, да, но и участвуют и на всероссийском уровне. Обязательно надо продолжить эту работу, и чтобы наши, во-первых, дети имели возможность общаться с научными сотрудниками. Вот. Естественно, качество работ было лучше. Ну и как научный руководитель, ребят, я бы сказал, что они помогают нам.